Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. В Абхазии отметили День России. Торжественный прием в российском посольстве. 24 года на защите интересов Родины. Абхазские разведчики отмечают свой профессиональный праздник. Обсудили вопросы сотрудничества. В Абхазии находится делегация из Башкирского медицинского университета. Сотрудниками СГБ Абхазии задержаны лица, причастные к деятельности ИГИЛ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий антитеррористической направленности сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с российскими коллегами задержаны 5 граждан Таджикистана, причастных к деятельности, запрещенной во многих странах мира международной террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщается на официальном сайте СГБ Абхазии. После проведения необходимых мероприятий задержанные переданы российской стороне для проведения оперативно-следственных действий. В посольстве России в Абхазии прошел торжественный прием по случаю празднования Дня России. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил российского посла Семена Григорьева и всех присутствующих с праздником и пожелал братскому народу России мира, добра и процветания. Приветствуя гостей, посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что главное отличие праздника в этом году в том, что он проходит в новом комплексе посольства России в Абхазии. Рады видеть всех, кто своим трудом на ниве политики и экономики, обороны и безопасности, науки и культуры, бизнеса и предпринимательства, развития гражданского общества укрепляет независимую Абхазию, вносит вклад в упрочение братского Российско-Абхазского союза. Прошедший с июня 2016 года стал как для России, так и для Абхазии периодом ответственных политических испытаний, которые наши страны прошли с честью и достоинством. В России и в Абхазии состоялись парламентские выборы, сформированы органы законодательной власти, которым предстоит в течение 5-6 ближайших лет определять картину развития наших государств. Сегодняшний праздник мы отмечаем в атмосфере твердой уверенности в хорошем будущем братских добрососедских отношений между Россией и Абхазией. Регулярный характер носит встречи на высшем уровне. Диалог между министерствами и ведомствами. Несомненно, важным событием в двусторонних отношениях стал состоявшийся в апреле этого года рабочий визит в Абхазию министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова. Хочу еще раз от имени руководства Российской Федерации и от себя лично поздравить всех присутствующих, а в вашем лице весь многонациональный народ Абхазии с большим общим праздником Днем России. России пройден за этот период ее становления очень сложный этап. Проделана серьезная работа по укреплению и развитию российской государственности. Сегодня Российская Федерация – одно из ведущих государств мира, играющее важную роль на международной арене, влияющая на мировую экономику и политику и пользующаяся большим уважением. Для нас она остается главным и самым важным союзником. Российская Федерация оказывает значительную финансовую и политическую поддержку, помогает Абхазии осуществлять охрану границ. Но что самое важное, наши народы связывают не только союзнические, но и дружеские взаимоотношения, которые с каждым годом только укрепляются благодаря культурным и социальным связям. Динамично развиваются абхазо-российские отношения, основанные на положениях Абхазо-Российского договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, благодаря которому идет работа по расширению нашего сотрудничества в разных областях. В Москве состоялось 15-е заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России. В нем приняли участие премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц, члены правительства, министры. С российской стороны в заседании принял участие заместитель председателя правительства Александр Хлопонин, который отметил положительную динамику развития двусторонних отношений между Абхазией и Россией. По его словам, созданная проектно-сметная документация позволит более качественно и в короткие сроки выполнять
выполнять планы работы, обозначенные на заседаниях межправкомиссии. По словам Александра Хлопонина, в Абхазии в ближайшее время планируется провести более 160 мероприятий на средства, предусмотренные инвестпрограммой содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В свою очередь, премьер-министр Абхазии Беслан Барцыт в своем выступлении отметил, что все обязательства сторон, которые были ранее закреплены на заседаниях межправкомиссии, были выполнены. Подробный репортаж заседания межправкомиссии смотрите в наших ближайших выпусках новостей. Абхазские разведчики отмечают свой профессиональный праздник. 24 года назад было образовано Управление военной разведки Министерства обороны Республики. Каждый год в этот день ветераны абхазской разведки встречаются в Сухуме, возлагают цветы к мемориалу павшим воинам в Парке Славы. Сима Аргон продолжит тему. Они всегда идут первыми и могут пешком преодолеть большие расстояния при амуниции весом до 60 килограммов. Разведчики отлично знают военную топографию и умело маскируются под местность. Их задача – остаться незамеченными и выполнить приказ. При всем при этом на всю спецоперацию выделяется совсем мало времени. А чтобы успешно выполнить задачу, надо думать как противник и действовать как противник. Опыт боевых столкновений показал, что нужно изучать тактику действий, говорят специалисты. В лесу очень хорошо идут звуки. Когда мы же знаете, какое село идем, что Охолщение, что Гума. Мы когда приходили, они даже нас не ждали. Ни разу не было, чтобы вот нас засада когда-то встретила. Всегда нас не ждали, потому что тихо, всегда бесшумно. У нас и группа называлась «Тишина». Всему прислушивались, сами не шумели. И после себя никогда ничего мусор не оставляли, ни пачки сигарет, ни тушенки, все в рюкзак назад. Потому что мы могли уйти, когда возвращаемся, чтобы вот это после нас грузины. После грузинов мы находили их там отпачкать сигарет, тушенки, где они ветки сложили. Закихабон, потом уже мы знали, что нас уже там на этой тропе ждут. История абхазской разведки началась в 1993 году. Сначала создавались отдельные разведывательные формирования. Информация о противнике была жизненно необходима. 8 июня того же года отдел разведки и контрразведки был преобразован в Управление военной разведки при Министерстве обороны Абхазии. Данное подразделение, оно в своем составе имело более 100 человек. В нашем подразделении более 50% это были лица, которые пришли добровольцами в нашу страну в тот период времени. И мы набирали, конечно же, самых подготовленных. Это спецназовцев, которые имели опыт службы в горячих точках. И благодаря тем сведениям, которые собирало разведывательное управление или, скажем, те подразделения, как такие разведывательно-диверсионные группы, которые были у нас, они ходили в тыл противника, проводили диверсии. Откровенно говоря, вот фактически в город Сухум проходили и дальше в Гулерибский район. И мы в целом имели ту информацию, которая необходима была для планирования операции. Первым начальником и основателем управления был кандидат юридических наук, в прошлом преподаватель Академии МВД России, герой Абхазии, полковник Эдуард Ажиба. Он погиб в июльской наступательной операции 1993 года. Каждый год разведчики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии вспоминают своих боевых товарищей, возлагают цветы к мемориалу славы в Сухуме. Ни для кого не секрет, что в любом государстве военная разведка играет очень важную роль. Опираясь на опыт военных лет, и сегодня в Абхазии готовят достойных и надежных офицеров разведки. Сегодня готовят и в нашем военном училище. Кроме того, есть российские военные учебные заведения, где готовят разведчиков. Я сейчас о численном составе не буду говорить, но могу сказать, что абхазские вооруженные силы имеют очень хорошее разведывательное подразделение. Они скрывают свои лица, особенно когда их снимают на камеру. Мечтать о боевой славе сотрудникам разведывательных служб не приходится. Обычно все их подвиги остаются под грифом «секретно». Сима Аргон, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Международный комитет Красного Креста в сотрудничестве с правительством Абхазии начинает очередной этап работ по раскопкам в местах захоронений для поиска останков пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии и послевоенный период. Работы будут проводиться в 5 районах Абхазии – Сухумском, Ачамчирском, Гулрыбском, Гудаутском и Гагрском. Специалисты МККК по судмедэкспертизе планируют с июня по август сосредоточить свои усилия в более чем 30 потенциальных местах захоронений. Информация о
них была собрана в рамках работы координационного механизма, созданного в 2010 году под эгидой МККК. За период с 2010 по 2016 годы было опознано 100 останков, из которых 39 переданы семьям в Абхазии. Министерство здравоохранения Абхазии и АГУ подписали договор о сотрудничестве с Башкирским государственным медицинским университетом. С целью наладить сотрудничество в Сухум приехал ректор БГМУ, доктор медицинских наук профессор Валентин Павлов. Что дают нашей медицине и образованию эти два документа, расскажет Нис Фаршба. Внедрение новых методов лечения, подготовка специалистов – вот две главные темы договора. Документ скрепили подписями министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнаки и ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов. Мы стремимся к тому, чтобы соответствовать всем существующим сегодня в мире стандартам оказания высококвалифицированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому внедрение новых технологий, которые сегодня уже успешно применяются в Башкортостане и в целом в России и в других странах мира, для нас является весьма актуальным. И мы очень рады, что ректор Башкирского медицинского университета откликнулся на нашу просьбу посетить республику, наше учреждение. Цель сотрудничества – создание непрерывного медицинского образования на базе Башкирского медуниверситета и лечебных учреждений Абхазии. Взаимодействие между врачами двух стран. Уже много лет башкирский вуз готовит для нашей страны специалистов в области медицины. Это и хирурги, и урологи, врачи многих направлений. По мнению Валентина Павлова, договор о сотрудничестве необходим обеим сторонам, так как врач всегда должен учиться, тем более в век высоких медицинских технологий. Сегодня говорим о том, что наше сотрудничество выходит на новый качественный уровень, когда мы станем более интеграционными, более сильными. Это тренд общей мировой такой медицины и медицинского образования в том числе. Наш договор, который мы подписываем, позволит вывести сотрудничество в сфере здравоохранения на новый уровень. И мы сделаем все для того, чтобы максимально использовать возможности наших с вами университетов для увеличения компетенций врачей республики, для повышения научного уровня, возможности выполнять совместные научные исследования. И в конечном итоге это все должно повысить качество и уровень оказания медицинской помощи нашим с вами пациентам. Затем гостей принимали в Абхазском госуниверситете. Перспективы двухстороннего взаимодействия с гостями из Башкирии обсудили представители научного сообщества. Ректор АГУ, академик Олег Огварамия, приветствуя коллег из медицинского вуза, отметил давние крепкие дружеские взаимоотношения, которым уже 20 лет. У нас сегодня очень высокий гость. Башкирия еще во время войны оказывала помощь Абхазии. Мы в Гудауте организовывали вступительные испытания для 68 ребят, которых посылали на учебу. В том числе и в медицинский университет. Договор между вузами Абхазии и Башкортостана предлагает широкое научное сотрудничество. Кроме того, продолжится профессиональный рост абхазских врачей. Наше сотрудничество в сфере здравоохранения насчитывает не одно десятилетие. В сфере медицинской науки, потому что наши студенты долгие годы проходили практику и продолжают проходить практику на базе Сухумского национального парка. И мы готовили и продолжаем готовить врачей для Республики Абхазии в нашем медицинском университете. Но сегодня мы открываем новую эру в нашем сотрудничестве, потому что и вы уникальны для системы образования, и мы уникальны, потому что у нас есть отделение микробиологии, а у вас есть отделение и специализированная кафедра медицинской биофизики. В
В документе, подписанном АГУ и Минздравом, особый акцент сделан на необходимости непрерывного образования врачей в рамках проведения мастер-классов в интерактивном режиме, внедрении новых методов лечения и оперирования. Главная задача – обеспечить граждан Абхазии квалифицированной медицинской помощью. Нисфа Аршбаам Разаранди, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня же делегацию Башкирского государственного медицинского университета принял президент Абхазии. Рауль Хаджимба обсудил с членами делегации перспективы двустороннего сотрудничества. По мнению президента, подписание соглашения между двумя вузами принесет пользу и в будущем позволит создать условия в АГУ для обучения студентов медицине. Представители Общественной палаты Абхазии прокомментировали вызвавшее широкий общественный резонанс свое обращение к президенту с предложением об установлении персональных пенсий в размере 50 тысяч рублей депутатам первого созыва парламента Абхазии. Заместитель секретаря Общественной палаты Даниил Убири отметил, что инициатором предложения является нынешний парламент, а Совет Общественной палаты лишь поддержал идею. Пришли группа депутатов этого созыва, который мы называем золотым созывом, с просьбой, уже с готовым обращением к президенту, с готовым проектом закона о персональных пенсиях. И они обратились к нам, что мы поддержали их. Мы собрали Совет Общественной палаты и обсудили, учитывая, что заслуги этих людей, я имею в виду состав золотой парламент, как называемый, поддержав это обращение, Совет Общественной палаты обратился к президенту для того, чтобы рассмотреть. Я даже, когда обсуждали, лично я сказал, что я убежден, что сейчас это невозможно выделить такую сумму каждому, но при рассмотрении учтут преклонный возраст некоторых, здоровье некоторых людей из этих членов первого созыва парламента. И какие-то компромиссные варианты выберут и примут решение. В этом я убежден. Это обращение подстегнет к скорейшему принятию закона о персональных пенсиях. Недавно созданный Государственный комитет по языковой политике активно занимается вопросами сохранения и развития абхазского языка. Согласно указу президента Рауля Хаджимба, было принято решение запустить программу по изучению языка и углублению знаний на разных уровнях в виде курсов. Пока программа распространяется только на госслужащих. Первые курсы прошли в Народном собрании страны. Программа обучения основана на современной методике преподавания языка. Группы будут поделены по уровню знаний. По завершении курсов будут выданы сертификаты. В скором времени подобные курсы появятся во всех районах Абхазии. В Абхазском институте гуманитарных исследований состоялась презентация книги «9 поколений Чукбар». Ее автор Диана Чукбар, известный педагог и общественный деятель. Книга состоит из очерков о славных представителях большой фамилии. В книге представлены материалы исторического, этнографического и фольклорного характера. В ней отражается история 9 поколений рода Чукбар. Для автора книги Дианы Чукбар главной задачей было максимально точно рассказать читателю о возникновении фамилии Чукбар, ее истории, ее представителях. Я выполнила работу, которую вынашивала на протяжении многих лет. Я думаю, что с самого юного возраста. Очень интересно, что я фиксировала моменты, когда слышала рассказы о моих предках, о дедушках, о бабушках, о родственниках. Мы слушали то, что говорят старшие. И это было
очень интересно. Один из наиболее известных представителей рода Чукбар, Григорий Иванович, 15 лет проработал директором Сухумской 10-й средней школы. В 50-е годы он занимал пост министра образования Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии Григорий Чукбар, будучи в родном селе Калдахуара, вел дневник. Именно эти записи в качестве фактологического материала были использованы при написании книги. Я запоминала, знаете, вот как будто звоночек прозвенит. И западала в память на всю жизнь. А когда уже я получила вот эту тетрадь, Григорий Иванович после войны приехал в Сухум, в свою квартиру, он не вставал из-за стола. И когда он поставил точку, он ушел из жизни. В книге «9 поколений рода Чукбар» представлены имена выдающихся деятелей Абхазии в области медицины, науки, культуры, образования, героев-воинов, которыми гордится не только фамилия, но и вся страна. Каждый из них внес большой вклад в развитие и формирование нашего государства. Кроме того, в книге использованы большое количество цитат и поговорок, придающие повествованию особую образность. Благодаря наших друзей, наших научных сотрудников, сотрудников Абхазского института, университета, архива, музея и так далее, мы постепенно собираем письменные источники, и у нас есть возможность, чтобы мы собирали свою же историю среди наших граждан, особенно старшего поколения. Работа Дианы Чукбар имеет особую значимость, потому что, к сожалению, старшее поколение уходит, и они забирают то знание, которое они накопились годами, и которые получали они от своих отцов и дедов. Книга «9 поколений Чукбар» издана тиражом в 200 экземпляров. Уже есть в свободной продаже и наверняка будет интересно всем, кто интересуется историей Абхазии. Аманда Пония, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Более 90 студентов в этом году оканчивают Абхазский многоотраслевой колледж по различным специальностям. Повар, повар-кондитер, бухгалтер, технолог, товаровед. Сейчас у ребят защита дипломных работ, на которой присутствовал министр образования и науки Адгур Какоба. Репортаж Аля Китрапш. 32 студента оканчивают поварское дело в Абхазском многоотраслевом колледже. Ребята обучались в течение года. Каждую неделю у них 3 дня теоретических работ и 2 практических. Большая половина из выпускников уже трудоустроена. Почти 95%, можно сказать, это группа трудоустроена уже. Хотя, знают, куда идти. Это Гагра, это озеро Рица, Пицунда и город Сухум. И в Новом Афоне. Потому что эта специальность очень востребована сегодня в Абхазии. С удовольствием идут на работу. Дипломные работы студенты посвятили абхазской европейской кухне. Каждый из них должен на месте приготовить блюдо, дать на дегустацию комиссии и рассказать о процессе приготовления блюда. Продукты студенты покупают сами. Ольга Сабурская с самого детства мечтала стать поваром. Свою дипломную работу она посвятила итальянской кухне и приготовила ризотто с куриным филе. Ризотто я использовала куриное филе, специальный рис, который называется арборита. Также, вот как видите, здесь я использовала кукурузу, лук. Это все как бы обжариваем, доводим, заливаем бульоном, доводим до готовности и вот подаем. Все студенты поварского дела проходили практику в различных ресторанах и кафе наших городов и районов. Амиран Буава месяц проходил практику в Москве. По его словам, он приобрел много ценных навыков. Сейчас он стажируется в ресторане «Рина» и там же планирует работать после учебы. Нравится готовить. Уже стараюсь учиться новому, хочу еще больше что-нибудь узнать. Сегодня я готовил для гушачьей лапки в сухарях. Это французское блюдо, во Франции очень популярное блюдо. Профессия повара у нас в стране наиболее востребована в период курортного сезона. По словам министра образования и науки Адгура Какоба, чтобы привить туристам любовь к абхазской кухне, мы должны иметь высококвалифицированных поваров. Дети очень старательно поработали, они выполнили и теоретическую часть своей дипломной работы, выполнены хорошо. Спасибо за это руководителям и руководству колледжа.
Блюда готовят очень вкусно, вот мы пробовали, очень хорошо готовят. Абхазия нуждается в таких специалистах. И если мы говорим, что Абхазия – это туристическая страна, то мы должны иметь высококвалифицированные специалисты, повара. Я думаю, что они после окончания найдут себе работу. Уже совсем скоро молодые специалисты поварского дела Абхазского многоотраслевого колледжа смогут удивить своим мастерством посетителей различных ресторанов и кафе. Аля Катрапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. И в конце выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии будет небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем 26-28 тепла. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.